25 юных эколагаў вобласці з'ехаліся ў Брэст для ўдзелу ў традыцыйнай экалагічнай экспедыцыі «Мой родны край». Першы прыпынак – зімовы сад Центра экологии Брестского университета имя Пушкина. Здесь очень много растений разных и разных видов. Очень красиво, и хотелось бы побывать здесь еще. А чего ждете от экспедиции? Больших впечатлений и больше увидеть разных растений и познакомиться с краснокнижниками. Чтобы знать природу, как защищать, чтобы чем-то помочь ей. Экскурсия по зимовому саду – только эпиграф до экспедиции. Миссия юных экологов сёлета сур'ёзная – выратоўваць свет. Начальник Центра экологии Александр Колбас ставить перед воинами добра у зеленых гальштуках задачу оборонить флору, якая занесена ў чырвоную книгу, и выступить супраць чарнакніжнікаў, инвазивных завозных видов, якія зараз выцясняюць мясцовыя. На пачатку теория, затым полявы практикум у дендрарии на территории былога 9-го форта. Тема для экологии Беларуси, да и для экономики уже довольно острая. Инвазивные виды, то есть виды с такой агрессивной, скажем, стратегией поведения в природе, они начинают занимать ареалы, то есть вот эти экосистемы наших белорусских видов и, соответственно, их вытеснять оттуда. Причем в первую очередь страдают в том числе и редкие, то есть охраняемые виды, которые и так под угрозой исчезновения. Юные экологи вывучают инвазивные и червонокнижные виды, как надалей одних знищать, других оборонять. Мне очень интересно, потому что я вижу чуть ли эти растения не в первый раз. Мне бы хотелось узнать побольше животных, растений, побольше растений, которые занесены в Красную книгу и в чернокнижников. Узнал новые растения, которые в Красной книге, в Черной книге. Узнал, как они борются друг с другом. Падчас экспедиции дети приняли непосредственный удел у навуковым проекте Института генетики Академии наук Беларуси, у які уключился и университет имя Пушкина. Яны змясцілі ў прабіркі біялагічны матэрыял рэдкіх відаў. Ён будзе дзясяткі гадоў захоўвацца ў крыякамеры и далей при неабходнасці з яго можна аднавіць расліну. Усё гэта на карысць и экосистеме, и самим юным экологам. Эти знания, которые они получают, обогащают их всю дальнейшую жизнь. Я думаю, что тот человек, который прошел через наш эколого-биологический профиль, не позволит себе нарушить экосистему, что-то сломать, навредить природе. Он ее бережет и этому учит своих детей. Наступны прыпынак экспедиции – заказник Бухскі. Детям належыць вывучыць уплыў антропогенных факторов на флору, фауну и глебу заказника. Людмила Салзина, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».